Народ, это центр Якутска. Я буквально час назад пролетел. На Ютубе вышел очень честный обзор Якутска на канале Walk and Talk. Вышло видео, очень подробное, уже 3 части вышло. Я думаю, что вы все их видели. Якутск не туристический. Где он там бродил по местам, которые туристам не показывают? Таких мест, надо сказать, очень много до сих пор. В столице Алмазного края, да, в городе Якутск. Побывал он на 17-м квартале, он побывал, по-моему, возле ипподрома, где-то он там снимал деревяшки и помойки. Вы знаете, невозможно было смотреть это видео. Например, мы не смотрели его за ужином, потому что это, в общем, это было просто невозможно. Рвотный рефлекс тут же, значит, возникает, да? Отвратительно, отвратительно. То, что было показано, да. И, несмотря ни на что, да, это вот современность такая у нас якутская, да, это вот то, в каких условиях по-настоящему живут люди. Он ходил, бродил по этим помойкам, снимал все эти выгребные ямы, все эти фекальные воды, лужи грязные, вот эти разваливающиеся деревяшки, этих людей, которые живут вот в этих деревяшках. Все он это снимал. Я не буду говорить о том, что у меня возникло стойкое ощущение, что это пропаганда СВО, потому что за каждой такой картинкой непрезентабельной города Якутска сразу же шла картинка с призывом на войну. Да, то есть он говорил о том, смотрите, как вы можете поправить свое положение материальное, да, отправившись на войну. Это мое личное мнение, я так считаю. Ну да ладно, не суть. Самое главное, что он на самом деле, да, показал, как живут люди. Показал эти общежития, показал этих людей. И вот у меня, знаете, возник вопрос. Я 30 лет назад, наверное, жила на 17-м квартале. Мы туда переехали. Сначала мы переехали с мамой, когда я училась там в 10 классе. Да, первый раз я туда попала. И, конечно же, была неприятно удивлена, да, потому что в то время было все то же самое. Все то же самое. Может быть, по суше где-то было, да, потому что не так все расстраивалось, не так поднимались здания, да. Вот. Потом еще через какое-то время я снова там замуж вышла и опять жила на этом 17-м квартале. И было то же самое. Понимаете, вот эти помойки, которые на полдвора разливаются весной, вот эта вонь, вот эти фекальные воды, лужи, вот эти отвратительные подъезды. Все это было 30 лет назад. 30 лет назад. За 30 лет ничего не изменилось. Хотя у нас сменялись мэры, да, города. Михальчук был, там Бородин до этого был, после Михальчука там Заболев был, после Заболева Айсен пришел, Сардана была, теперь Женя пришел. А ситуация не меняется. Вот как был бардак на 17-м квартале, и там много таких мест. Это и ГРЭС, это и ДСК вот так живет, это и Залог так живет. Это и вот в районе Ёлочки тоже двухэтажные дома стоят, бараки, которые находятся в таком же плачевном состоянии, и где мусор не вывозится. Подождите, вот эти туалеты, это вот уличный туалет, он тот же зеленый? Да. Дайте я угадаю. И там замки, и у каждого есть ключ свой, да? Нет, Нет? они чаще Я всего- так видел в Калмыкии. У каждого свой туалет, и они просто его выносят и выливают туда сливную систему. Я не привык к такому, поэтому я и удивляюсь. Кто-то, может, привык, кто в деревне живет, но... Я так 18 лет прожила в квартире, где надо было выносить ведра. А это тоже здесь, в Якутске? Да, это вот буквально в соседнем районе. Сквер Матери, там во дворах. Улица Шевченко, там очень много тоже таких же домов. Их снесли уже, либо они все еще Они есть? все еще стоят. Ничего не меняется. За 30 лет ничего не поменялось, ребята. Что происходит? Я вообще долго думала над тем, почему так? Почему ничего не меняется? С одной стороны, конечно, ответственность лежит на коммунальном хозяйстве городском, на управляющих компаниях. Ответственность лежит конкретно на главе города. Что он, так можно сказать, да, в принципе, допускает то, чтобы люди жили хуже, чем собаки. Он допускает, они допускают все.
А с другой стороны, понимаете, вот там один мужчина в общежитии, он сказал, когда его спросили, почему так живете, да, блогер спросил его, почему так происходит. И житель этой общаги, он ему сказал, ну, общага светистых была, он ему сказал, да потому что всем пофиг. Почему тут так... А что тут так грязно? А потому что всем пофиг. Всем похеру, да? Да. Потому что всем наплевать. Вы понимаете, вот такое наплевательское отношение к самому себе приводит к тому, что ты живешь в фекальных водах, что ты живешь в помойке, что у тебя нет туалета дома, что у тебя нет подъездной дороги к твоему дому. Понимаете, это вот такое наплевательское отношение к себе. И я не говорю о том, что сейчас нужно хватать лопаты и бежать все это чистить. Нет. Нужно требовать. Нужно требовать. Не выполняешь требования — до свидания. Один не выполняет требования — до свидания. Второй не выполняет требования — до свидания. И желательно через прокуратуру — до свидания. Да? Третий не выполняет требования. И так вот пока они не начнут работать. А пока люди у них не требуют выполнения их обязанностей, они и будут сидеть, сложа руки, и ничего не делать. А вы так, а жители так и будут жить. В говне, извините меня. Понимаете, вот у человека должно появиться прежде всего достоинство. Но вообще сложная ситуация. За 30 лет, если у человека за 30 лет не появилось этого ощущения, да, внутреннего достоинства, любви к себе, да, желания, чтобы жить лучше, то оно и не появится, к большому сожалению. А чиновники этим пользуются. Даже если какой-нибудь чиновник приходит и говорит, ну, блин, я приду и по-настоящему буду заботиться о жителях. Даже если он приходит, то система ему не дает. И потом он видит, что людям-то плевать. Людям плевать, в каких они условиях живут. Они не протестуют, они не возмущаются, окна не бьют, да, там, зажигательные бутылки с зажигательными смесями в мэрию не кидают, да. Ничего не делают люди. Они просто даже на митинг не выходят с плакатами «Пошел вон, мэр Женя», да, «Пошел вон, Айсен», да. Ничего они этого никак не возмущаются. И поэтому чиновникам тоже очень выгодно. Они приходят на короткий срок, там, на те же самые, я не знаю, там, депутаты, да, от городского округа, там, какой-то округ промышленный, да, или какой. Они приходят там на срок на 4 года, положили себе в карман все, что им нужно, и пошли. Особенно меня вот это забавляет. На дверях такого барака, который полусгнил, висит, вот вы должны, бумажка с задолженностью и с угрозами. Если вы не выплатите долги, то мы вам отключим. Что у них там отключать в этих домах, непонятно. У людей там вообще ничего нет, не осталось ничего. Ни удобств, ни достоинства. Да что, чего их там еще можно решить, как им там еще угрожать. Я считаю, что люди, которые живут в таких бараках, вообще ни за что не должны платить. Абсолютно. И город им должен предоставлять все там условия, все вот эти вот электричество, газ, что там есть, бесплатно. Но пока люди не требуют, так это все и будет происходить. Когда у людей появится достоинство, когда у людей появится желание жить лучше, когда они вот с этим достоинством выйдут к мэрии и потребуют наконец-то, да, чтобы управляющие компании работали. Не работают — пошли вон. Да? Не работаешь, мэр, пошел вон. Когда у них появится? Помните еще один очень... Ну, это вопрос риторический такой, да? Еще в этом видео было очень показательно, как один мужик из окна своего двухэтажного барака крикнул: «Это вы нас всему научили? Это вы нас всему научили». Он имел в виду русских. Да, дом очень жесткий. Да, косой дом. Наши люди взяли все самое плохое у вас. У нас? Да. Вот это вот взятничество, коррупция, вот это все самое плохое взяли у ваших. И блогер удивился: мы вас научили? Ну да, вы нас научили коррупции, воровству.
Он говорит, ну ладно бы работе научили бы, да, а научили воровать и врать. Вот. Ну, такая правда, такая правда. Для того, чтобы избавиться от этого рабского мышления, нужно заниматься политикой. Потому что все эти люди, которые живут в бараках, вот в этих нечеловеческих условиях, они все вне политики. Они все говорят, ой-ой-ой, нет-нет-нет, давайте только не будем говорить о политике. А вот когда они начнут заниматься политикой, тогда они и жить будут лучше. Осталось самое мало — обрести независимость. У людей вообще глаза откроются на то, как они жили. Мы людям расскажем, что вообще происходило, да. Я думаю, я на это очень надеюсь, потому что у меня все-таки вера в наших людей, в Саха, живет во мне такая большая. Я все-таки верю в них. Я думаю, что это нация, которая способна построить свое собственное государство независимое. Я в это очень верю.